Друзья, хочу обсудить обстоятельства смерти Буайсера Сайтиева, выдающегося чеченского российского борца, трехкратного олимпийского чемпиона. Он ушел из жизни 2 марта 2025 года. И вокруг этой трагедии остается множество вопросов. Вчера я записал видео, провел стрим и очень много откликов получил и на YouTube, и в TikTok. И появляются новые версии. Давайте этот момент мы тоже обсудим, потому что на России это обсуждать никто не будет. Как я уже понял, Буайсера уже вчера похоронили. Дело в том, что первоначальная версия причин его смерти, которая представляется наиболее достоверной, основана на медицинских данных отравления. Именно такой диагноз поставили врачи первые минуты после доставки Сайтиева в одну из московских больниц. Но сразу же после этого провластные ресурсы, такие как Мэш и База, начали распространять альтернативную версию в Telegram. Якобы спортсмен страдал от хронических проблем с легкими, принимал сильнодействующие препараты. Его смерть могла быть связана с побочными эффектами. Вполне, в принципе, возможно. Но такая оперативность в распространении удобной версии сразу же вызвала мои подозрения. Почему они так быстро узнали причину смерти, если еще не было ни патологоанатомической экспертизы, ни вскрытия? Это выглядело как попытка свести отравление к случайному медицинскому случаю, не допуская иных версий. Но вскрытие так и не было проведено. Российский чиновник и серийный убийца Магомед Даудов прямо в аэропорту Чечении заявил, что Рамзан Кадыров запретил проведение патологоанатомического исследования. Другой серийный убийца. Оба работают на ФСБ. И поэтому тело Буайсера Сайтиева было оперативно доставлено в Чечению без какой-либо экспертизы. После этого официальная версия резко изменилась. Теперь утверждается, что спортсмен выпал из окна своей квартиры на 2 или 3 этаже дома на Минской улице в Москве. Вдова Сайтиева подтвердила факт падения, назвав его несчастным случаем, но отметила, что не понимает, как это могло произойти, учитывая, что окна в их квартире были панорамными и не предназначены для открывания. И вообще, что делал 50-летний мужчина на краю, на окнах, у окон, не в теплое время года. Тут следует учитывать мусульманские традиции, которые придерживалась семья Сайтиева. Согласно этим обычаям, вскрытие тела считается нежелательным, а умершего необходимо похоронить до захода солнца в день смерти. Возможно, родственникам или вдове было предложено поддержать версию о падении из окна, чтобы избежать экспертизы, которая стала бы обязательной в случае подтверждения отравления. Со стороны близких Буайсера это могло быть продиктовано уважением к религиозным нормам. Но стремительная смена версий, отказ от вскрытия и активное распространение удобного объяснения смертью от препаратов лишь усиливает подозрение в умышленном отравлении спортсмена. Почему мог быть убит Буайсер Сайтиев? В прошлом своем видео и в стриме вчерашнем от 3 марта я подробно об этом рассказал. Здесь вкратце вам скажу, в этом деле есть еще один важный аспект, о котором кроме нас никто не говорит. Буайсер Сайтиев мог стать неудобным для российской власти. Дело в том, что на Кавказе Россия планирует создать аналог Палестины, Палестину 2.0, очаг управляемого конфликта в Ауховском районе, Хасавюртовском районе, Чечении, Дагестана, Ингушетии. Этот проект нацелен на разделение народов и поддержание постоянной исламистской террористической напряженности в регионе после провального фиаско своих террористов в секторе Газа, террористов Хамас, которых, кстати говоря, функционеров, их родственников, по всей видимости, привозят сейчас на Кавказ, в Чечню, во временно оккупированную, в Ингушетию, Дагестан, и расселяют их там. Трудоустраивают и расселяют. Вероятно, Байсангур Сайтиев
категорически отказался участвовать в этом преступном замысле. По всей видимости, он был против разжигания нового витка насилия, который выгоден только России и ФСБ. После этого он оказался в списке врагов системы. Не исключено, что убийство Бувейса Росайтиева – это не просто месть, а сигнал другим. Его смерть могла быть предупреждением, кто попытается противостоять созданию новой зоны террористической нестабильности на Кавказе. Ожидает то же самое. Но если ФСБ думает, что убийство и запугивание остановят народ, они глубоко ошибаются. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, Германия, 4 марта 2025 года.